говорится, ему поставлена задача взаимодействовать с... В рамках правительственного часа с участием министра внутренних дел Роберта Киут планировалось обсуждение 10 вопросов в повестке. Перечень запрашиваемой депутатами информации был отправлен в ведомство заранее. Началось заседание с обширного отчета министра, касающегося всех обозначенных тем. С 1 января текущего года, как следует из доклада Роберта Киут, в республике совершено 70 преступлений, 20 из которых по факту сбыта наркотических средств. За это правонарушение задержано 26 человек, 5 из них – женщины, 18 человек – граждане Российской Федерации, 3 граждан Абхазии и 5 граждан Таджикистана. Основная работа и акцент работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поставлен именно на распространителей. Распространители, то есть уже есть определенные выработанные схемы у наших подразделений, которые нам позволяют сегодня выявлять этих лиц. И как вы видите, среди них меньшее количество это граждане Республики Абхазия. А основное количество лиц это прибывающих сюда граждан иностранных государств. Поэтому в этом направлении мы ведем усиленную работу. За каждое мероприятие я очень достойно поощряю сотрудников. То есть, соответственно, я сделал ставку на мотивацию своих сотрудников, которая позволяет сегодня показать эти результаты. Я считаю, что это очень важно, когда сотрудник понимает, что он защищен. Касаясь данных работы ГАИ, министр рассказал, что всего в республике зарегистрировано 72 тысячи автомобилей. В 2023 году было выявлено почти 80 тысяч фактов нарушений правил дорожного движения. Больше всего – превышение скорости. За 4 месяца текущего года зафиксировано 42 ДТП и выявлено 24 тысячи нарушений ПДД. За 4 месяца, как говорится, 2024 года имело место 42 ДТП, в которых погибло 14 человек и пострадали 51. За аналогичный период прошлого года 25 человек было. То есть мы идем по тенденции уменьшения. Я, как говорится, сейчас, конечно же, эта цифра, она очень плохая, также, которая остается, все равно 14 человек за 4 месяца, но, по крайней мере, на 11 человек смертей у нас меньше в этом году. Выявлено 24 480 нарушений правил дорожного движения. На данный момент изъята сумма штрафов в размере 16 миллионов рублей. На дорогах республики на данный момент функционирует 15 камер видеофиксации. До конца года планируется установка еще 50 штук. Также Роберт Киут рассказал о введении в работу новых способов выявления нарушителей правил дорожного движения. Первый автомобиль стоит на удалении, как говорится, от другого пути следования, то есть, да, на встречном движении, и фиксирует в потоке автомобилей с нарушениями. Далее эта информация передается второму автомобилю, комплексу, который находится при рейде самом. То есть, соответственно, этот комплекс имеет возможность сегодня выявить в потоке нарушителя, передать его на пост, так скажем, уже передвижной, где проводятся рейдовые мероприятия. На месте этот же комплекс позволяет вручить постановление. Таких постов передвижных мы планируем, по крайней мере, в ближайшее время я хочу запустить 4. Отдельно Роберт Киут выделил и вопрос работы с сотрудниками органов внутренних дел. Как отметил министр, в рамках школы милиции все сотрудники проходят поэтапную переаттестацию. Прокомментировал Роберт Киут и обсуждаемый ранее в обществе инцидент с задержанием подростка, имевший место в ночь с 16 на 17 апреля. Данные сотрудники отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них проводится служебная проверка. Служебная проверка нашего УСБ она закончилась, материалы переданы в прокуратуру города Сухум. По окончанию проверки прокуратуры соответствующим образом будет принято решение по выявленному факту. То есть никаких укрывательств или чего-либо такого лично я и, как говорится, мои заместители мы не допускаем. УСБ мое провело свое разбирательство. Дальше направили материал в прокуратуру города Сухум, где ведется, как говорится, расследование, и мы, соответственно, ждем оттуда результатов. Согласно заключению, как говорится, следственных органов, будет принято решение. В настоящее время обратно подтверждаю, говорю, как только этот случай произошел, информация дошла до руководства, они были отстранены от занимаемых должностей, чтобы не имели возможности не влиять на процесс, либо, как говорится, какие-то проверки.
Также министр внутренних дел отметил, что за 2024 год в ходе проведенных проверок было изъято 817 единиц техники для добычи криптовалюты. Все майнинговые аппараты помещаются на склад Госкомитета по стандартам и потребительскому надзору и не возвращаются владельцам. Далее последовали вопросы от депутатов. В частности, председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия спросил об актуальности изменения нормативно-правовых актов в отношении иностранных граждан, распространяющих наркотические вещества в республике. Роберт Киут отметил, что, по его мнению, необходимо изменение подхода к миграционному контролю и привел в пример опыт Южной Осетии, в которой для пересечения границы трудовым мигрантам необходимо предъявить приглашение от принимающей стороны. То есть иностранный гражданин, он обязательно должен получить визу также. И, соответственно, перед получением визы должен обратиться кто-то, то есть работодатель его, либо там его друг, знакомый, кто бы это ни был. Приглашающая сторона. Все в рамках нашего действующего законодательства. Если будет рассматриваться, вот этих посторонних людей здесь не будет. Все те, которые прибывают и закладывают, фактически, мы же их видим, это люди фактически впервые прибывшие на территорию Республики Абхазия. На границе что происходит? Их предупреждают о том, что он должен зарегистрироваться по факту прибытия, то есть на место. Да, вот, и, соответственно, он до этого места не доходит. Иногда даже, может быть, такое не происходит. Вот если бы у нас была бы четкая фиксация граждан, которые сюда прибывают, мы, возможно, могли бы исключить. Или при задержании того человека, уже при распространении, мы бы понимали бы, кто за него здесь ходатайствовал. Уверен, что ни одно лицо сегодня на себя такую ответственность не взял бы. Важным вопросом в ходе обсуждения стали каналы распространения наркотических веществ в Абхазии. Роберт Киут рассказал, что в этом направлении ведется большая работа совместно с ведомствами Российской Федерации. Уже на этом этапе, скажу так, в прошлом году мы сумели один канал отработать, то есть выявленный канал, согласно тем сведениям, задержанным людей, показаниям их, все остальное. Нам удалось установить группу лиц на территории Российской Федерации. Данная группа на Северном Кавказе в ходе такой же работы она была задержана. То есть этот канал мы один закрыли. Далее, их действует немало здесь на территории Абхазии, этих каналов. Далее, сегодня также по ряду других информаций мы прорабатываем мероприятия. Возможно, в ближайшее время мы сможем очередной раз такого же рода мероприятия повести. В этом направлении по искоренению, так скажем, этих каналов мы серьезную работу ведем. И я думаю, что она даст в ближайшее время хорошие результаты. То есть руководство МВД России всецело поддерживает. По-другому обратили на это внимание, так как мы привезли их, им это здесь показали. Роберт Киут детально остановился на вопросе поощрения сотрудников. Он рассказал, что на данный момент заработная плата служащих увеличена. Отдельным вопросом, заданным министру внутренних дел, стало и функционирование на территории республики российского частного охранного предприятия. Как было отмечено депутатами, организация принимает участие в охране международного аэропорта Сухум. Роберт Киут отметил, что по данному факту будут проводиться проверки, так как законных оснований для работы ЧОП в Абхазии нет. По данному вопросу, Иван Валерьевич, поставлена задача выяснить вообще, что происходит, но в моем понимании, скорее всего, просто тот человек, который представился, он просто, наверное, форму правильную себе придать не смог, как ЧОП он не может быть вообще в априори. Там, возможно, сегодня, знаете, строительные материалы имеются, там имеется определенная строительная техника, ее необходимо обеспечить, ее охрану там и все остальное. Возможно, какие-то люди в частном порядке нанимаются для того, чтобы обеспечить охрану. Но наверняка они не имеют права не использовать оружие, специальных средств и всего остального. Депутатами был задан вопрос об использовании сотрудниками нагрудных камер фиксации, которые помогут искоренить коррупционную составляющую в работе. В этом году уже к нам поступили 40 камер нагрудного, видеокамер нагрудных с возможностью онлайн-передачи информации, соответственно, как говорится, и минимум 10-часовой записью. То есть, сотрудников. Мы сегодня 10 камер этих нагрудных я передал в СОБР, 30 будут, как говорится, распределены у сотрудников госавтоинспекции. В рамках этого года также планируется покупка такого, я думаю, дойдем где-то до 100 единиц этих камер. Активная дискуссия коснулась актуальной темы российских прав, которые с 1 апреля текущего года необходимо будет получать жителям Абхазии с двойным гражданством для управления автомобилем на территории России.
Роберт Киут отметил, что в Российскую Федерацию направлено письмо с указанием всех нормативно-правовых актов, закрепленных между государствами, и уточнением о распространении данной меры на граждан Абхазии. Также Роберт Киут прокомментировал и широко обсуждаемый в обществе проект соглашения с Росгвардией. Тот окрас, который был предан этому соглашению, он не соответствует той действительности, которая была там заложена. Потому что это соглашение, так как, смотрите, у нас в МВД есть ряд направлений, которые сегодня не курирует, так скажем, и не ведет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Это разрешительная система, работа, как говорится, СОБРа, ОМОНа и многие другие направления, так скажем, немаловажные в работе Министерства внутренних дел Республики Абхазия, они давно уже выведены из системы Министерства внутренних дел Российской Федерации и переданы, когда под юрисдикцию Росгвардии. Соответственно, что? У нас получается, нам не профессиональных знаний, так скажем, не каких-то, так скажем, практических наработок, либо помощи, так скажем, в техническом плане, либо в другом, оказать нам в этом направлении, согласно, как говорится, подписанному соглашению, МВД России не может. И потому у нас образовались дыры по некоторым направлениям. Соответственно, когда я стал изучать вопрос от того, кто этим конкретно занимается, я понимаю, что эта функция передана Росгвардии. Соответственно, для того, чтобы восполнить тот, как говорится, скажем, тот недостающее, мной было принято решение установить контакт с руководством Росгвардии. Депутаты обсудили с министром внутренних дел множество актуальных и важных вопросов. Как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, формат правительственного часа предусмотрен регламентом Народного собрания и положительно влияет на сотрудничество между ветвями власти. Сегодня у нас на встрече был министр внутренних дел. Мы обсудили широкий круг вопросов. На многие вопросы получили ответы. Некоторые вопросы остались промежуточными ответами. Мы будем информацию уточнять. В общем-то, хочу сказать, что формат правительственного часа нравится общественности. В том числе он полезен для депутатов и, конечно же, для представителей соответствующих ведомств и структур. Он позволяет наладить здоровое взаимодействие и снять ряд вопросов, в том числе и вопросов, которые есть у общества. Потому что, как правило, депутаты формируют заранее вопросы. Это вопросы, о которых они слышат от граждан нашей республики, или вопросы, которые особенно остро стоят в рамках нашего государства. По итогам встречи депутаты поблагодарили министра внутренних дел и всех сотрудников за работу, а также выразили готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с ведомством по всем направлениям деятельности. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.